Бисмилляхи, альхамдулиллахи, ассалату вассаляму аля расулиллах. Доброе утро, дорогие друзья! Знаете, да будет милость от Аллаха, что одним из видов больших грехов является магия. Магия – это совокупность вредных действий и слов. Среди этих видов есть такая магия, которая выполняется путем действий или слов, относящихся к неверию. Например, если кто-то совершает поклонение солнцу или дьяволу, или чему-либо другому, в чем есть выражение возвеличивания дьявола, таким образом, то, что в магии происходит путем использования какого-либо из видов неверия, приводит к неверию. А то, что в магии происходит без какого-либо вида неверия, является большим грехом. Поэтому нельзя в противостоянии магии заниматься магией, как это делают некоторые невежественные лица. Часть теологов дала общее заключение о том, любое занятие магией является грехом и, соответственно, запретили это. Другие теологи ислама дали более подробное объяснение, сказав, что учиться самим или обучать других тому виду магии, в котором нет совершения неверия и также нет совершения какого-либо из грехов, допустимо, но с условием, чтобы не применять эти знания на деле, так как занятие магией, по мнению всех, является грехом. Тот, кто говорит, что занятие магией разрешено религией, попадает в неверие. Тот же, кто ссылается на пророка Мухаммада, мир ему, обманывая, что пророк якобы сказал изучать магию, но не совершать ее, тот лжец. На самом же деле магия является большим грехом и запрещена. Кто считает, что магия дозволена, отступает от веры. Несмотря на то, что некоторые используют магию для появления взаимной любви между людьми или для появления ненависти одного человека к другому. Все это является грехом и запрещено религией. Также запрещено использовать магию для того, чтобы кто-то заболел, или это также является большим грехом. Иногда колдуны обращаются к дьяволам, которые живут на земле, иногда обращаются к планетам, считая, что планеты имеют дух и могут помочь. Также у колдунов имеет место обращение к Солнцу. Одним из особенных видов магии является то, когда человек постоянно находится под воздействием джинна, болеет и даже умирает, то есть джин убивает его. Среди полезных вещей, которые ограждают от магии, это постоянное повторение утром и вечером по 3 раза сур священного Корана: Аль-Ихляс, Аль-Фалак, Ан-Нас. Присутствовать в тех местах, где занимаются магией, является грехом, даже если это делается из праздного интереса и безвозмездно. Просим Аллаха, чтобы Аллах нас уберег от магии и зла тех, которые занимаются этими вещами. Вассаляму алейкум ва рахматуллах.